Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости. Этого щенульку скинули в чат короткое видео, как бегает по улице в морозище 45 градусов, на тонких ножках гладкошерстный щенок. И так хочет к кому-нибудь пристать, чтоб позвали за собой, ну хоть погреться. Но, увы, не позвали. Но он оказался смышленый, сам догадался, заскочил в магазин погреться. Магазин вскоре закрывался. Оставался у него только час. Прошло снова объявление в чате. Надо спешить, иначе ночью уснет в сугробе навсегда. Успели. Попросили привезти к Жене, хотя риск заразиться энтеритом был высок. А потом нашли объявление о нем. Бывший хозяин пытался пристроить, но не получилось. Просто выставил на улицу и уехал. Назвали его Ромик. Друзья, и ему нужна помощь. Хотя бы на месяц передержки. Помогите, пожалуйста, этому малышу. Смотри сюда, смотри сюда. Смотри сюда. Давай. Да. Иди сюда. Иди. Все, садись. Садись. Иди сюда. Давай, давай, давай. Вот так. Иди. Подросток Ромик, околевающий в мороз щенок, успевший переболеть в Якутске после всех капельниц и уколов, прилетел. Жив, здоров, привит, активен, спасен одним словом. Да? А? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Вот так. Залазь. Вот. О, красавчик. Красавчик. Где красавчик? Когда первый раз увидела белого, зацепил он меня, как всегда. Люблю спокойных, мудрых, не орущих, да еще так выгнулся, что вы тут проходите, ведь меня сдали, я ненужный. Тогда мне не бросилось в глаза его плачевное состояние тела. Оно все зудело. Когда через неделю пришли его забирать, шерсти было на нем мало. Блошиный дерматит его добивал. Ну, клиника точно. Да, вот сейчас в клинику поедем, ага. Он сел. Сейчас ошейник принесу. Конечно же, забрали. В клинике обработали, сделали все процедуры, назначили лечение. Друзья, у нас редко сейчас выходят ролики, и это означает, что очень много работы по спасению, а точнее последствий после большого количества спасенышей за зимние месяцы. Ведь мы их не просто привезли и свалили, по ним работать надо. Правильное размещение – это самая первая задача, а если еще и кобелей, увы, больше, чем девочек, то разместить становится не так просто. Восстановление здоровья – это отдельная и большая тема. То у одного, то у другого, то отказ от еды, то рвота, то диарея, то сопли. Конечно, от всего этого штормит. Конечно же, несемся сдавать анализы. Кого-то лечим сами, а кого-то на стационар. Круговерть. Но это не останавливает вывоз уже спасенных за зиму. Они еще есть и остаются на передержках Якутска. И сегодня я хочу показать тех, кто прилетел вот недавно. Белый большой пес с демодекозом назвали Влас. Забирали из ППЖ лысым, несчастным, костлявым. Боялись, что замерзнет в полете, и одели ему комбинезон. Лечение дает результаты, обрастает шерстью, набирает вес и проявляет интерес к жизни. Ну, что ты такой грустный, а? Что с головой? Голову пора.
Ну посмотри сюда. Вот за одну такую несчастную, падающую, заваливающуюся от медленно действующего яда пришлось мне побороться. На счастье для собаки, случайно я догадалась позвонить Игорю. По совпадению он проезжал недалеко от этой падающей собаки, объяснила ему, где и что, попросила помочь, спасти, только быстро, оперативно. И он, спасибо ему огромное, отреагировал. Дал ей поводок, она мужиков боится. Вот там ее зафиксируй, чтобы она не упала. Одень ей поводок. Она еще может и куснуть, она боится мужиков. Почти падает. Короче, загнали ее в подъезд, но она еще пытается кусаться, боится. Поехал я, в доктор-вет поеду. Я туда своего этого лабрадора Сирика увозил, там его откапали. Что моя? Ты сама посчитала, да? Ну, что, проснулась? Ну, слюноотделение у нее поменьше стало. Я аж еще намордник снял, чтобы поспокойнее стало. Не волнуйся. Собачулю эту назвали Элис. Игорь успел довести ее до клиники. А сейчас ждем, сумеют ли откапать собачулю врачи. Прошу помощи, друзья, на эту девочку. Она нуждается в ежедневных капельницах до стабилизации состояния. Отравленная собачуля Элис, которая шаталась, ноги подкашивались, видно было, что долго не протянет, вот-вот упадет. В подъезд не пускала даже та женщина, что ранее ее кормила, выгоняла, сказав, что вот еще трупа ей здесь не хватало. Собачки прилетели. Чего ты такая грустная собака, а? Самая грустная собака. Не грусти, хорошо. Вот и она, девочка Элис, прилетела тоже в Москву. Оказалась очень замечательной, скромной, сначала боязливой, но, разглядев людей, которые ухаживают, уже быстро освоилась и с благодарностью подбегает, желая, чтобы и ее погладили тоже. Какие же они умные, вдумчивые, все понимающие, наши четвероногие друзья. Небольшая собачка, килограмм 10, предположительно предтечное состояние, примерно месяцев 7-8. Поэтому взрослые кобели от нее не отходят, толпой ее преследуют. Кто-то того гляди укусит за шею, да порвут же ее, ясное дело, жертва. Девчушка Нюра, чудом уцелевшая от преследований собратьев в вольере, тоже прилетела. Простуженная, с забитым носом, только антибиотики помогли. И как приятно слышать от передержек хвалебные оды этих благодарных собак. Значит, не зря спасли. С самолета в клинику, анализы, лечение, все как всегда. Главное, успели. Главное, спасли. Иди сюда, иди сюда, не будь. Около 9, с переноской 14. Высчитываем переноску 5 килограмм. 9 получается. Угу. Вот она, хоть и не длинношерстная, но она вся свалявшаяся. И вот смотрите-ка, одни... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Я бы ей дала бы бровекточку. Или симпарики, у меня на ее вес нет. Так, я сейчас подумаю. Угу. Ты моя девочка. Перхоть от плохой шерсти, от плохой жизни, от плохого кормления. Ничего не видела, девчушка хорошего. Так, ножки, ножки. Вот, присела. Ой, молодец. Кто
Кто там идет? Вот какая холостенькая. Ой, какая нежность. Ой, посмотрите, какая нежная девочка. Ой, какая нежненькая. И Рашкушенька, и не Гавкучка. Очень спокойненькая. И тебя бы порвали там. Порвали бы эту девочку. Красопеточку. Нежность. Это нежность. Давай. Давай. Дядя Роман, скажи, дай нам покусить. Кусить хотим. Вот, и радоваться людям можем. Как Лена, да? Кусить. Ой, вот, да, радуюсь людям. Люди прошли, значит, надо радоваться им. Люди, да, люди не кормили, люди обижали, но я радуюсь людям. Это мы только что со самолета. Вот как много тебе навалили. Вот, да, дрожит маленький. Шерстка в очень плохом состоянии. Видите, А кто что к у вам нее приехал? с лапкой, все хорошо? Да все хорошо. Это прикольная собачка. Это прикольная собака. Самая прикольная Иди собачка. ко мне. Давайте. Иди ко мне. Видите, какой новый ошейник, новый поводок, все дела. Задние лапки смотрите. Я вам сейчас... Да, да она ласковая девочка. Самая классная девочка. Девочка. Самая классная девочка. Спокойно. Хорошая. Спокойная. Она прикольная. Если вот Сейчас мы тебя посидеть немного. расчнешь. Так, сейчас я вам дам еще эти назначения и таблетки. Хорошо. Малышок. Видим, что забит в угол, жутко боится пошевелиться. Месяцев 5 от силы, напуганные глазенки. Вот как таких малышей и зачем сажают к большим собакам в вольер, чтобы было кем перекусить? Но ведь порвут. Это понятно. Если отсадить, можно, но на время. И надо тогда быстро забирать. Девочка. Девочка, скажи, я девочка. Девчушка. Девчушка. Девчушечка. Чего боишься? Не бойся, зайка. Малышка. Малышечка. Ой, маленькая. Воспаление, скажи, у меня в легких есть. Лечиться, сказали, нужно нам, да? Лечиться, уколы ставить. В клинику приезжать, скажи, да? Ой, маленькая. Ушастик. Ушастик. Кашляет так сильно, кашляет. Это что мне торчит? Убери. Ага. Ой, маленькая. Цепушка. Цепушечка. Ой, маленькая. Чего надо? Кто к нам прилетел? Кто к нам прилетел? Эй, ты почему не реагируешь, а? Что такое? Стала собака. Что такое?
Устала собачка. Щеночка, что пытался вжаться в угол вольера от скачущих больших собак, не осталось бы живого места, если б быстро не забрали его. Оказалось, что девочка с воспалением легких. Назвали Леся. В Москве подобрали правильное лечение. И вот малышка идет на поправку. И тоже замечательная, с хорошим характером. Очень похоже. Вот бросили молодую кошечку здесь вот в клинике, возле клиники. Она какая-то такая леопардовая, полупородистая, что ли. Очень красивая, подросток. И бросили вот ее с гоном вместе. Хотите усыпляйте, хотите выбрасывайте. То есть вот так кто-то молчком привез и бросил. Ага, хорошенькая, красивая кошечка. Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Кис-кис-кис-кис-кис. Ну, повернись, кис. Кис-кис-кис-кис. Кисёл. Моя кисёл. Ой, какие глазки, да. Заурчал. Серую кошечку принесла женщина на усыпление в клинику. Достала она ее своим ором. Это вместо того, чтобы стерилизовать. Забрала я и ее. Назвали Зури. Нам очень нужна помощь на тех, кого успели спасти, но не успели вывести. Такие всегда есть, кто ждет очередь. Но без вашей помощи места на самолет пропадут. Без вашей помощи мы не сможем их кормить, содержать, лечить. Нам очень нужны финкураторы на постоянной основе на любую сумму до пристройства. 2 брата, рыжики. Да чего ж хороши, видимо, от домашней собачки. Пока не загнулись и не порвали старшие, решила дать им шанс обрести свое счастье. Рыжик. Лапку давай, давай, давай. Вот он людей любит, а собак не любит. Вот такой бандит. Да? Вот такой ты бандит. Вот такой красивый, пушистый. Лапки дает. И кусает собачек, да? Рыжик. Рыжик. Ты что? Рыжик бандит. А, бандит. Рыжик. Что? Все железное, да? Ай-яй-яй. Ты кто, медвежонок? Медвежонок. О, медвежонок ты, а? Поедем дальше, да? Сейчас быстро приедем. Быстро будете кушать. Молодец, молодец. Ну и 2 брата-акробата рыжики тоже прилетели в Москву на мое кураторство. Пока без имен. Брат 1 и брат 2. Очень активные, непоседы. Каждый пытается лидировать. Жалко мне стало эту красоту, торчащую в вольере. Перспективы выжить там 0. Прилетели. Друзья, вы как видите, спасать точечно и штучно я не умею. Да, это плохо. Плохо для нас с вами, плохо для меня, потому что ответственность на мне, и потому что без вас я не справлюсь, и потому что буду просить у вас помощи. Кто-то из вас поможет, кто-то осудит, мы все разные. Кто не втягивался в этот адище, тот не поймет. И я раньше не понимала. А вот теперь прошу, и снова и опять прошу. Помогите. Вы все видите, реально спасенные и поэтапно показанные эти бедолаги. И главное, работа по ним начинается только в Москве. И расходы по ним тоже здесь, в Москве. Итак, мне очень нужна ваша поддержка. Разовая помощь – это замечательно, но через месяц вы о них забудете, и я продолжу утопать в собаках. Мне очень нужны финкураторы. Пожалуйста, финкураторы, отзовитесь, напишите мне. Это такие волшебники, которые
есть постоянно, ежемесячно. До пристройства нужна финансовая поддержка на всех вновь прилетевших малышей. Пожалуйста, я вас очень прошу. Я кричу, я рыдаю, я плачу. Какими словами еще сказать? Мне нужна ваша поддержка.